когда заходишь, там стоит, чтобы руки обрабатывали, средства. Обработаешь и заходишь в зал. Ну, билет купишь там, дальше выходишь. Зоутхан Аздоева терпеливо ждет, пока приедет ее маршрутка, чтобы отправиться в Нальчик. Женщина частенько ездит в соседнюю республику по работе и отмечает, с каким трепетом наши водители относятся к безопасности своих пассажиров. Помимо этого, передвигаясь по республике, Зоутхан замечает, что не только перевозчики, но и сами жители региона проявляют гражданскую сознательность в салоне транспортного средства. Самоизоляцию поддерживали наши жители. И в масках они ходили, и в перчатках. Я даже сегодня видела в транспорте, когда ехала с Магаса. Вот, и в этих, маршрутках чувствуется запах обработки. С 8 июня граждане могут свободно передвигаться на общественном транспорте по Ингушетии и планировать свои поездки в другие регионы страны. Такая мера входит в план первого этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции в республике, утвержденного указом главы субъекта Махмудом Али Калиматовым. Все населенные пункты у нас уже обхвачены транспортом. Центральный автовокзал города Назрань тоже начал функционировать. Как мы с вами видим, уже есть межрегиональное сообщение с другими субъектами. Уже эти действия в полном, так скажем, этапе будут возобновляться в соответствии также с действующими нормативными актами. После снятия ограничений все, кто прибывает к нам из других регионов, проходят особую процедуру регистрации с соблюдением всех мер предосторожности. Пассажиров встречают с приборами для измерения температуры и просят соблюдать дистанцию в очереди на регистрацию, но и само собой масочный режим. Такие же меры приняты на ЖД вокзале и в аэропорту. Деятельность аэропорта была также временно, так можно сказать, частично прервано, то есть ряд направлений у нас были приостановлены. То есть вместо того, чтобы летать 3 самолета в день, у нас бывало, что в неделю летает 5-6 самолетов всего лишь. Но меры были намного серьезнее, более ответственны на этом уровне, потому что это уже межрегиональное сообщение, и в том числе пассажир находится более 2 часов в замкнутом пространстве, так скажем, в самолете, поэтому меры были соблюдены. Новый автовокзал еще не заработал на полную и осуществляет только межрегиональные перевозки. В связи с этим весь внутренний транспорт был временно переведен на место старой автостанции, где также заботятся о безопасности людей во время пути. Водители транспортных средств в обязательном порядке должны носить маски и перчатки. Надевать индивидуальные средства защиты просят и пассажиров. Об этом гласят объявления в салоне. Ну а после каждого рейса все транспортные средства обязательно проходят санитарную обработку. Водители с многолетним стажем прислушались к совету специалистов. Постепенно будешь бы. Так, маска или перчатка или здоровье хоть олко, лоли. Тоже или царгели оло. Безопасность, лори есть, ахетион. Лори есть. Когда ляхасти по лори есть, рада сатудис, масни сатудис, лори есть, лордалдис. Уже с понедельника процесс перевозок будет запущен в полную силу, и при этом меры предосторожности необходимо соблюдать и дальше, пока ситуация с COVID-19 окончательно не нормализуется. Михаил Тангиев, Майрбек Мержоев, Новости 24.